Письма. Мектуплер. Внимательные черные глаза под шапкой темных кудрявых волос. На всех фотографиях его не спутать с другими. Юнус Кандым. Поэт, писатель, переводчик, публицист, исследователь, автор слов многих популярных песен, наставник молодых поэтов, яркая, многогранная и незаурядная личность. Селям алейкум, вы слушаете новый эпизод подкаста Мектуплер. С вами Рустем Халилов. И Заир Баккал. И сегодня у нас литературная история. Когда-то в школе мы изучали переписку поэтов, писателей и критиков друг другу, и таким образом больше узнавали о них, как о людях, погружались в атмосферу того времени и взаимоотношения людей. Личная переписка или дневники выдающихся представителей культуры со временем становились памятниками истории и материалом для исследователей. Сегодня мы вместе с вами хотим погрузиться в атмосферу Крыма 90-х и начала 2000-х, и в этом нам поможет дочь поэта и писателя Юнуса Кандыма Хатидже Кандым. Привила любовь к родине мать моего отца, Наджия Ханум Уркустала. Отца моего отца не стало рано, Ураз Харбашк. Он был один из репрессированных туркменов. Его тоже выслали в Узбекистан. Таким образом, мать занималась воспитанием и поднятием на ноги детей. Для каждого, наверное, чувство родины в Узбекистане было самым важной целью в жизни, потому что это звучало везде. Это для нас, для нового поколения. Это как статус-кво, да, это все дано, и мы не так ценим тот факт, что мы в Крыму. А для них это было совсем другое. Он был большим мастером поэтического слова. Из-под пера Юнуса Кандыма вышли слова к такому количеству хитов, что только их перечислением мы могли бы занять четверть нашего подкаста. Çoktan beri oğlum sana istedim anlatmaga doğru yollar bilem ararsın sen. Kayda gitsen, kaydan kaytsan, altın saray yaşalaşta yatsan, unutma tek, Kırım Tatarsın sen. Söyleşti, düşünde sevgimden varım, Örüncü gönlümden uzaklardan gelir. Sesi kırılıp kalbime, sen dur, yüreğim ağladı gözyaşı, İçine damladı, kayda kaldım canım, Seni karalarda yaktım. Kızlar, bay kızlar, beni de alın kızlar, ay 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 kızlar. Ay kızlar, bay kızlar, melek yüzlü can kızlar, vay 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 kızlar. Selam sana Karadeniz, yıllar küçük konuştu. Benim alım fena değil, tek başıma çaldıştı. Ceyran gözlü, peri yüzlü, cennet kuşu yaran. Sen olmazsan elmas düslü, ay ve yıldız kararan. Tadarladım dokanda yerim, erim tavrımda. Вернувшись в Крым, семья Кандыма принялась строить дом, как и большинство крымско-татарских семей в 90-е годы. Переехали мы в Крым в 1989 году, а дом мы начали строить в 90-х годах. Меня еще тогда не было. Я родилась в этом доме, который отец собственноручно построил. Здесь, возле Гурзувской, есть такой район Битак. Не только мы приобрели там участок, но и другие писатели и поэты, как Шакир Селим, наш сосед, Аллах рахмет эйлесин, как Шавкет Рамазанов. И получается, что вся стройка происходила на глазах у моих братьев и у мамы. Я помню, что у нас была такая времяночка, 3 комнаты. Потом уже по рассказам мамы и друзей отца они рассказывали, что этот дом строился многими профессорами и писателями и поэтами. Допустим, украинские писатели и поэты Анатолий Моисенко и Микола Мирошниченко, Микола МД, они очень часто приезжали летом и помогали.
Усилиями таких людей, как Юнус Кандым, крымским татарам вернулось имя писателя Чингиза Дахче. Именно Кандым перевел и адаптировал его романы для крымско-татарского читателя. Отец вел переписку с Чингизом Ага с 90-х годов. Он не сразу нашел его адрес. Этот путь был таким тернистым. Я знаю о его воспоминаниях и вообще отношениях к Чингизу Ага, скорее всего, по его статьям. Но знаю, что в 70-х годах он уже интересовался, уже имя Чингиза Дахче звучало в институте, но оно было под таким запретом. Многие годы Юнус Кандым общался с известным писателем, живущим в Лондоне, в письмах. Напрямую через почту весточку за границу отправить было невозможно, поэтому поначалу корреспонденция направлялась при содействии общих друзей из турецкой диаспоры. Из письма Чингиза Дахче 26 апреля 1992 года, Лондон. Çok saygılı kardeşim Yunus. Мой многоуважаемый друг Юнус, твое написанное с волнением и меня в волнение повергшее письмо я получил с помощью нашего друга Эртугрула Караша. Прежде всего, я благодарен тебе за отношения. Спасибо. Я внимательно прочитал твое письмо. Трудности, с которыми сталкивается наш народ на родине, для меня большое огорчение. Продолжаю надеяться, что несмотря на все трудности, через которые приходится проходить, он будет продолжать борьбу за возвращение на родную землю. Ана Ватан. Я начал писать по-турецки в середине 1945 года. Если бы я в то время начал писать по-крымско-татарски, то вряд ли бы мои произведения увидели бы свет. Собственно, создавая тексты по-турецки, я надеялся, что эти произведения достигнут широкого круга читателей, и, возможно, в один день мой голос будет услышан и среди нашего народа. Касаясь темы авторских прав, если деньги, вырученные от продажи, покроют затраты одной крымско-татарской семьи на возвращение и обустройство в Крым, я буду рад. В этом смысле можете средства от печати, продажи, авторского гонорара отдать мечетям в Крыму или другие благотворительные организации. Эти письма в нашем подкасте мы приводим с сокращениями. Полной версии обширное поле для изучения. Любопытно, что в этой переписке они обсуждали не только творческие вопросы, но вопросы, которые волновали крымско-татарское сообщество в то время. Из письма Юнуса Кандыма 6 июня 1997 года. Симферополь. Селям алейкум, урметли Чингиз ага. Селям алейкум, уважаемый Чингиз ага. Шлю вам свои уважения и приветствия. Чингиз ага, живы ли вы? Здоровы ли? Хорошо ли чувствует себя Регина Ханум? Я уже давно не писал вам, прошу меня извинить. 1,5 года назад меня одолела болезнь сердца, по состоянию здоровья стал пенсионером. Спустя некоторое время я начал работать в газете «Яңа Дунья». Сейчас возглавляю отдел литературы, истории, этнографии и фольклора. Чингиз ага, в журнале «Йылдыз» завершилась публикация вашего романа «Утративший родину». Чингиз ага, наше экономическое состояние и политическое положение не очень хороши, вернее, даже весьма тяжелы. Если нас и признают как народ, как нацию, то все равно ничего позитивного для прежних хозяев этой земли, для крымских татар, не делают и делать не хотят. Будь то правительство, парламенты Крыма или Украины, будь то руководители городов или районов, смотрят на наш народ как на сирот, желая унизить, раздавить. С целью отдалить наш народ от борьбы за Родину, всей душой, в кавычках, любящие нас службы создали одну проблему. И этому поддалась одна группа наших журналистов и писателей. Проблема эта такова. Имя крымских татар не крымские татары, а Крым или Крымлы. Слово «татары» – прозвище, данное русскими. На мой взгляд, происходит что-то очень нехорошее. Что плохого нам принесло имя крымские татары, что мы в то время, когда перед нами стоят проблемы размером с гору Кав, мы должны отказаться от этого имени? Все закончилось, осталось только это? Чингиз ага, вы один из наших передовых людей, лидеров. Могли бы вы записать и выслать нам свои мысли и размышления по теме «Оставить название нашего народа, как сегодня, крымские татары» или изменить его на Крым, Крымлы? И отец очень хотел, чтобы Чингиз ага приехал в Крым, пока его здоровье позволяет это сделать, и просил его часто в письмах. Но Чингиз ага, к сожалению, он
Не знаю, какая была причина, но, скорее всего, это был какой-то страх не увидеть тот Крым, который был для него когда-то. И он так по-философски отвечал на этот вопрос, сказав, что я приеду, если я приеду в Хасылташ, в Гурзуф, и там уже закрою свои глаза. В 2005 году Юнус Кандым поехал в Лондон, где впервые за многие годы общения и переписки встретился с известным писателем вживую. Отец очень готовился к этой поездке и записали огромное тоже интервью с ним, поговорили. Это, наверное, был апогей какой-то, не знаю, творческой деятельности моего отца, потому что он мечтал очень долгое время с ним встретиться. Мы были готовы даже в нашей времянке трехкомнатной отдать ему нашу спальню, чтобы первое время Чингис-ага, пока ему подберут дом, наши лидеры, пока ему подберут что-то подходящее, чтобы у нас жил он. Но вот так получилось, что не смог при жизни своей Чингис-ага приехать в Крым. Еще в 80-е годы в Баку Юнус Кандым познакомился с украинским поэтом и переводчиком Миколой Мирошниченко. Это знакомство вылилось в долгую дружбу и в плодотворное сотрудничество. Микола Мирошниченко – гениальный поэт, гениальный переводчик, который любил экспериментировать с различными формами. Он применял восточные формы поэзии в украинской литературе. Даже вспомнить то, что он экспериментировал с формой дудах-дехмес. Это такая форма Ближнего Востока и Среднего Востока, где вы пишете стихотворение без звуков таких, как б, п, м. То есть вы не сможете сложить свои губы вместе, поэтому дудах. И он применял это к украинской литературе, писал на украинском языке. И отец очень часто встречался с Миколой МД, так мы его называли с детства. И я помню эти обсуждения до утра, литературы, культурные общения. Шакир-ага Селим, который часто тоже приходил к нам. И вот это, конечно же, все откладывает свой отпечаток в мою память. Но возвращаясь опять к вопросу украинско-крымско-татарских связей культурных, можно подчеркнуть еще то, что отец был крымско-татарским украинистом в какой-то степени, но что он занимался таким промоушеном крымско-татарской литературы в Украине и украинской литературы в Крыму. Юнуса Кандыма переводили на разные языки мира. Сам он искал переводчиков, которые могли бы переводить крымско-татарскую литературу и делать ее доступнее другим народам. И после смерти отца Миколы МД он не прерывал с нами связь, он приезжал, продолжал работать над антологиями, над которыми они начали работать с отцом. Они выпустили 3 огромных тома крымско-татарской литературы, двухязычных, на крымско-татарском и украинском языках, прозу и поэзию, но планировалось больше, планировалось 8-9 томов этой антологии, которая познакомит украинского читателя с крымско-татарской литературой, да и нашего читателя с крымско-татарской литературой, потому что у нас до сих пор нет таких книг, которые бы внедряли все вот эти вот экземплярные вариации нашей литературы. К сожалению, отец все не успел за свои 45 лет. Всего 45 лет. Судьба до обидного мало дала времени этому талантливому, деятельному и неравнодушному человеку. Как много было сделано, как много было планов и надежд. Не выдержало сердце. Помимо творческого наследия, у Юнуса Кандыма остались интереснейшие дневники, которые он вел много лет. Будучи голосом своего поколения, своего народа, он всегда живо реагировал на то, что беспокоило и волновало людей. Это было написано 19 февраля 1998 года в дневнике отца. Сегодня каждый крымский татарин сам себе меджлис, сам себе депутат, сам себе крымский татарин. Хорошая или плохая, в нем есть своя идеология, своя политика, свой язык и присущее только ему чувство Родины. Каждый крымский татарин любит свою Родину. Один любит больше самого себя, другой как собственную душу, а третий просто любит. В итоге каждый крымский татарин любит Родину. Кто-то сжигает себя ради нее, кто-то подставляет себя под пули во имя Родины, кто-то сгорает как свеча, кто-то ради Родины утопает в богатстве, а кто-то от любви к ней топчет своего соотечественника. Взяв по отдельности, каждый из них действует во имя Родины. Один сам того не ведая, второй прекрасно осознавая, а третий никогда так и не поняв.
Даже если в развитии национальной идеи, национальной идеологии и политики присутствуют светлые умы, влиятельные ученые и мыслители, они заняты проблемами возвращения и обустройства и другими житейскими проблемами. Мы, тем не менее, в такой ситуации ищем готовых решений, ищем теленка под валом и кричим, что мы – народ. А на самом деле каждый крымский татарин забывает, что он принадлежит великому народу, и забывает то, что Родина начинается с него самого. Потому что он сам себе меджлис, сам себе депутат, сам себе капля дождя. Такие не сумевшие сплотиться несчастные капельки дождя. 19 февраля 1998 года. Для меня лично это ответственность за каждый мой поступок, за каждое действие, которое я совершаю, и ответственность перед собой, не только моей семьей и так далее, а вообще перед собой и перед народом. Каждый день я несу эту ношу. Она и как ноша одновременная, и как крылья. Моя фамилия. Millet meni doğdum mınıda Oz yurtumunu pek severim Sevgim Allah'dan Tatarlığım doğan yerim benim Geraylarının nefesleri Karam yerinde Gedaylarının türküleri Yürek telinde Oz yurdumunu pek severim Sevgim Allah'dan. Это был фрагмент из песни «Дохан Ерам» на слова Юнуса Кандыма. Исполняют Эдип Асанов, Сейтаблам Меметов и Дилявер Сеттаров. А вы слушали подкаст «Мектуплер», в которых мы читаем письма крымских татар разных поколений. Над проектом работали Рустем Халилов, Заир Баккал и Наджия Фими, композитор Усеин Бекиров. До встречи через неделю.